романтика. Правда, это слово вот в нынешнее время приобрело некий такой окрас, ну, такой даже немножечко обидный. Что, это романтик, это не от мира сего человек. Вот я в хорошем смысле романтик. То есть я не просто пустой мечтатель, который там сидит дома и мечтает о том, что вот надо пойти бы там, в горы, надо бы поехать там куда-нибудь сплавиться по горной реке или пойти куда-нибудь в тайгу в поход, маршрут пройти. Я пытаюсь в этой жизни все-таки достигать того, о чем мечталось, чего хочется. Поэтому, да, я романтик. Легендарные 60-е, оттепель, развенчание культа личности Сталина, реабилитация репрессированных и первый человек в космосе. Десятилетие, когда во взрослую жизнь пришло, наверное, первое поколение советских людей с настоящей внутренней свободой. Писатели, художники, режиссеры, барды. По всей стране гремели имена поэтов-шестидесятников: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадуллина. Появились поющие авторы: Булат Акуджава, Юрий Висбор, Юлий Ким, Владимир Высоцкий. Романтики оттепели стали яркими маяками для всех думающих людей, собирая на своих концертах полные стадионы зрителей. После 1956 года все мы знаем, что повеяло, как говорится, духом свободы. Как потом оказалось, не такой уж он и свободный этот дух был. Но, тем не менее, вот в это время как раз очень большое количество появилось хороших поэтов, художников, тогда, которых потом и пинали за их стихи, за полотна, за холсты и так далее. Но все равно это произошло. И вот 60-е годы, это как раз было начало 60-х годов, конец 50-х, начало 60-х. Это был как раз расцвет, на мой взгляд, вот этого ощущения того, что жизнь у нас изменилась. После сталинского режима, значит, все стало более просто, более открыто, более свободно. Были молодые, норовили всегда докопаться до сути. Из небес шептала нам пастушья звезда: хочешь быть счастливым, будь им. Из небес шептала нам пастушья звезда: хочешь быть счастливым, будь им. Каждый человек мечтам своим сам палач, губит нас водоворот будней. Звони друзьям, не хнычь, не кисни, не плачь. Хочешь быть счастливым, будь им. Позвони друзьям, не хнычь, не кисни, не плачь. Хочешь быть счастливым, будь им. Путевая звезда освещала дорогу Валерия Бокова с самого рождения. Он появился на свет в семье военного танкиста. Тяга к походам и путешествиям, наверное, из кочевого детства, когда менялись города и даже страны. Я родился, например, в Феодосии, когда отец служил там. А незадолго до этого, когда они с мамой познакомились, он служил в Забайкалье. Потом его направляли вот в Казань, в танковое училище на курсы повышения, как это теперь называется. Потом он служил 5 лет в Германии, я же прожил 5 лет в Германии с ним, там в школу пошел. И после вот этого вернулись мы в Казань. То есть жизнь такая на колесах, честно говоря, своего дома практически не было. Мебель чаще всего у нас дома была казенная. Вот. В Германии даже, вот когда мы жили, я с ужасом обнаружил, что шкаф, за которым я спал, там меня отгородили от родителей шкафчиком, значит, и на задней стороне этого шкафа была свастика изображена. То есть это была мебель, которая с войны там, в общем, как-то мигрировала по домам военнослужащих. Оттуда же, из послевоенного детства и немецкого шкафа, протянулась нить памяти Валерия Бокова. В его творчестве, как и вообще в авторской песне, тема войны очень лиричная, не помпезная и не пафосная. Она как старая зажившая рана, которая ноет при воспоминании о прошлом. Поколение шестидесятников, наверное, последнее, которое хранит и передает личные эмоции о том великом подвиге.
Я родился в первой половине прошлого века. Вот. Я родился в 1947 году. Это не прошло еще 2 лет со дня окончания, со дня Победы, а тем более со дня Победы над японцами. Вот. Поэтому это очень живые воспоминания. Это были послевоенные, самые-самые послевоенные годы. Я был маленький, но я помню, с 3-летнего примерно возраста, а это было в 50-м году, всего 5 лет прошло с войны. Ну, вот. И отец мой был ранен, и раны у него болели периодически. Вот. И я видел людей, которые вернулись, вернее, уже с войны, без рук, без ног. Вот. И у каждого жизнь складывалась очень по-разному. Кто-то ломался, сдавался, там, кто-то пил, кто-то вылезал все-таки вот из этого своего тяжелого положения, становился полноценным человеком со своими занятиями, со своей специальностью там, и так далее. В общем, очень разные были судьбы. Но это, конечно, не могло во мне не оставить следов. Одно и то же снится мне, и вижу я в тревожном сне братов моих на той войне, павших в рубашках бязевых простых. Спустился Ваня с высоты, а Пашка встал из черноты. Пашни в рубашках бязевых простых. Спустился Ваня с высоты, а Пашка встал из черноты. Пашни. Объятия наши так сильны, такой мы радостью полны, ведь нас опять, как до войны, 3. Но вдруг я вижу в этом сне идут в рассветной тишине мои товарищи ко мне строем. Но вдруг я вижу в этом сне идут в рассветной тишине мои товарищи ко мне строем. Именно в Казани обычный мальчишка вдруг понял, что слова иногда складываются особым образом, с рифмами и ритмом. И тогда простая история становится философской притчей, а маленькое стихотворение — объяснением во вселенской любви. У меня все это начиналось с походов под рюкзаком, с пионерского возраста, когда мы распевали у костров песенки, которые переделывали из известных эстрадных, звучащих по радио песен, вставляли в них какие-то близкие нам слова, там, про кеды, про костры, про дороги, про романтику и тому подобное. Вот. А потом как-то этот круг тем расширялся постепенно с возрастом, и темы стали вот такими, какими они стали сейчас. Вот. А потом вдруг узнал, что есть такие замечательные авторы, как Юрий Висбор, Ада Якушева, Александр Городницкий, Булат Шалыч Акуджава. Вот. Высоцкого даже еще тогда и никто не знал. И как-то я стал ориентироваться, смотреть, как они пишут, как, о чем, как передают с простыми, совершенно простыми словами, очень глубокие чувства. На мой взгляд, это наивысшее искусство, когда простыми словами можно выразить большие мысли и большие чувства. Это уникальное явление получило название сначала туристской, самодеятельной, бардовской, наконец, авторской песни. Какая же самодеятельность, когда песни бардов на магнитофонных бобинах, потом кассетах за считанные дни доходили от Москвы до Владивостока, и поклонников у жанра становилось все больше. Дух свободы, романтика походов, надежда на светлое будущее особенно ярко проявлялись в студенческой среде. Валерий Буков, выбиравший дорогу между геологией и детской мечтой о небе, поступил в Казанский авиационный институт на факультет летательных аппаратов. Легендарный вуз КАИ, пуп земли, как говорили сами студенты, славился не только знаменитыми авиаконструкторами, но и необыкновенной творческой атмосферой. КАИ называли в то время музыкально, театрально, поэтический и прочие всякие там институт с легким авиационным уклоном. Вот я во все это включился и начал вот в
впервые осознанно, действительно вот так осознанно, я начал писать песни в первую свою зимнюю сессию на первом курсе. Ну и с тех пор вот пошло. Сначала я писал песни, кроме своих стихов зеленых, тогда еще совершенно, на стихи профессиональных поэтов. Но потом я понял, что я, в общем-то, не композитор никакой, что мелодии мои могли бы быть и лучше. И бросил это занятие, стал писать исключительно на свои стихи, тем более, что их во множестве стало появляться у меня. И, в общем, вот так вот как-то стал известным в Казанском авиационном институте автором, а потом и в Казани, а потом и теперь в России. Ответы на вопрос, какой я должен сделать взнос, что совершить обязан для людей. Звезду открыть, войну убить в Париже, коммунаром быть или добыть огонь, как Прометей. Осенью 1966 года в актовом зале Казанского университета прошел первый концерт местных авторов-исполнителей, который теперь можно смело назвать историческим событием. На сцену вышли Семен Каминский, Эдуард Скворцов, Валентин Жихарев, Борис Львович и другие исполнители. Именно тогда столица Татарии стала еще одним большим бардовским городом на музыкальной карте Советского Союза. Первый раз состоялся такой концерт в университете в 1966 году, большой концерт авторской песни. А я попал, я ничего о нем не знал. Я в 1967 году только на второй концерт попал. И там уже меня вытащили на сцену. Я уже был лауреатом, как тогда называли, не фестиваля, а слета туристской самодеятельной песни в Смоленске. В 20 лет, мне 20 лет было. Вот, меня вытащили на сцену в университете, в историческом зале. И я там первый раз так на широкую публику любителей авторской песни попел. Ну вот с этого все и началось. Если не дай Бог забросит нас с тобой судьба, скажем к черту на кулички, к черту на рога. Знай, что встретился ты с другом, с братом, со своим. Лишь увидишь человека со значком ГАИ. Пусть в тревогах и невзгодах годы пробегут. Все, кто здесь летать учился, в сердце сберегут. Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире институт. Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире институт. Студенческие агитбригады, эстрадные ансамбли «Малышка» и «Трубачи», дуэт с другом, знаменитым впоследствии казанским бардом и врачом Владимиром Муравьевым, концерты, туристические слеты и музыкальные фестивали. В таком режиме Боков закончил КАИ и в звании лейтенанта ушел в армию в ракетные войска стратегического назначения. Он 2 года отслужил в Западной Белоруссии начальником заправочного отделения. После демобилизации работал в аэропорту в Сочи. Я уезжал из Казани и опять возвращался. В общем, Казань — это мой стал родной город, хотя родился я в Феодосии. В Казани уже не нашлось работы мне по специальности. Я работал в разных НИИ и тому подобное, в разных областях. Вот. Но все это время я писал стихи и песни. Это была моя вторая жизнь, а может быть первая. Потому что трудно сказать, что главнее для меня была работа или вот это. Но дело в том, что я горжусь тем, что в отличие от многих бардов, которые, едва почувствовав почву под ногами, в смысле вот песни, там, гитары там, и так далее, концертной деятельности, многие из них променяли свои специальности на вот гастрольную деятельность. Так, я всю свою жизнь до пенсии, позже уже, 3 или 4 года назад бросил трудовую деятельность постоянную. Вот я все это время работал на технических должностях, от инженера 3-й категории или младшего научного сотрудника и до главного инженера фирмы. Эти 2 жизни у меня параллельно развивались. Грустная дробь тарабанит по стеклам весна. Груз на плечах, разных дел череда. Молча постою у седого окна, сброшу лет мишуру, и в нелетной ночи улечу я туда,
где под белое пенье метели спит, накинув снегов палантин, Сулахат на крахмальной постели под надежным присмотром лавин. И бессменно от века до века, как и должно высоким горам, подставляют Герцог с Алибеком бастионы свои всем ветрам. Подставляют Герцог с Алибеком бастионы свои всем ветрам. Есть у Валерия Бокова и еще одна параллель, вернее, параллели и меридианы. В точке их пересечения реки, океаны, горы, тайга, вулканы. Прыжки с парашютом, горные лыжи, сплавы по бурным рекам, альпинистские восхождения и длинные морские переходы. Во всех поездках он коллекционирует, если можно так сказать, местные водоемы, старается окунуться в них. И сегодня в его списке моря всех 4 океанов Земли. Меня иногда называют автор туристских песен. Хотя меня это, честно говоря, сначала как-то даже обижало слегка. Вот, потому что круг песен-то совершенно намного более широкий, чем туристские песни. Вот. Ну, как-то вот как повелось, видимо, с самого начала, так оно до сих пор отчасти и происходит. А потом я стал, в общем-то, даже гордиться тем, что я автор туристских песен, потому что авторов туристских песен сейчас практически не осталось. Я так как реликтовое дерево в дряхлеющем лесу. Поехал я на восхождение, например, в Анды, в Аргентину. Совершил восхождение на Аконкагуа, высшая точка обеих Америк. Ну, как я могу, человек пишущий, как я могу об этом не написать? Я всегда пишу, как правило, одну серьезную, одну шуточную песню. Вот, или там ходил под парусами в Атлантику. Ну, как мне написать морскую песню, там, например, да? Я написал несколько морских песен. Ну и вообще жизнь преподносит массу всяких событий, и не выезжая, как говорится, из дома, ты являешься их участником. И тут и лирика, тут и любовь, тут и работа, тут и дружба человеческая, мужская. Ну, короче говоря, все вот моменты жизненные, они побуждают задуматься над их сущностью, там, над своим местом во всем этом. И отсюда и появляются какие-то размышления, некоторые из которых потом становятся стихами, а некоторые из стихов потом становятся песнями. Ангел мой, где же ты там, в вышине? Слева в затылок мне дышит беда, горячо. Ангел мой, или забыл обо мне? Как не взгляну, никого нет за правым плечом. На ухо ты мне шептал, если что-то не так. Ты мою душу хранил столько зим и спасал. Маленький шаг, тик-так, сущий пустяк, тик-так. То, что отмерил мне Бог на небесных часах. Маленький шаг, сущий пустяк. То, что отмерил мне Бог на небесных часах. Сейчас говорят, что вот время авторской песни уходит, что авторская песня стала не та, что интерес к ней пропал. Дело в том, что она не была массовой никогда. Она была как бы предназначена судьбой для думающей части населения. Были фестивали, там, например, грушинские, да, которые собирали любителей авторской песни. До 200 тысяч приезжало на эти фестивали человек. Но это не означает, что вот все они были прям вот растопырив глаза и там, раскрыв рот, слушали эти песни. Многие приезжали, потому что это, ну, как-то модно было. Вот. И сейчас тоже, сейчас просто это не так модно, если не сказать не модно вообще. Вот. Поэтому и те остались верными этому жанру, этой песне остались те, кто действительно
понимает в ней, чувствует, там что-то сопереживает там, и так далее. Когда-то у нас в 1986 году, когда проект был «Возьмемся за руки, друзья», мы ездили, там 1,5 десятка бардов российских ездили по городам и весям, пели свои концерты. В Казани был концерт на Центральном стадионе имени Ленина. В Челнах был концерт на стадионе, на Центральном. То есть вот такой был ажиотаж. Сейчас такого ажиотажа нет, но тем не менее концерты происходят, существуют, фестивалей много очень. Куда-то приглашают. За десятилетия гастрольной и фестивальной жизни мэтр авторской песни Валерий Боков вывел свою формулу идеального зрителя. Зритель идеальный – это зритель думающий, сопереживающий, сочувствующий, слушающий. Потому что часто бывает, знаете, вот в молодежную аудиторию особенно, когда приходишь, и вот когда вот такая непросвещенная публика, сразу видно, понимаете, по глазам. В зал смотришь и видишь глаза, вот эти глаза, да, человека думающего. Вот он понимает, о чем речь, он живет в этой песне, начинает жить в этой песне вместе с тобой. А вот этот человек нет, он, вплоть до того, что мобильник там достал и что-то там себе. То есть публика разная, и мне больше всего импонирует публика с умными глазами. Такой зритель есть во многих городах России. Существуют клубы авторской песни «Бард-кафе», фестивали, конкурсы, новые музыкальные альбомы, и мэтров жанра, и молодых исполнителей авторская песня берет в плен все новые поколения слушателей. В антологии у Валерия Бокова около 400 песен, 7 музыкальных альбомов. Он автор нескольких книг, член жюри самых крупных фестивалей. Но как настоящий романтик, он ставит творчество выше популярности, не приемлет коммерческой суеты и до сих пор скромно говорит о себе, что как был широко известным в узких кругах автором песен с инженерным уклоном, так им и остался. Да, есть песни, которые я так условно можно назвать такими марочными, что ли, моими. По крайней мере, по ним меня узнают в разных городах. Многие даже, кстати, после концерта подходят и говорят, оказывается, вот эту песню, вот я ее знаю там с 80-го года, я не знал автора, оказывается, это ваша песня. Это бывает чрезвычайно приятно, потому что это, придает некую, я бы даже сказал, народность этой песни. Вот есть у меня песня, которая, она как-то, мне кажется, определяет вот мою какую-то суть, какой-то мой взгляд на жизнь. В общем, она сама за себя все скажет. Не верь словам, не бойся зла, у сильных не проси, когда молчат, молчи, и пой, когда поется. Какая вьюга не мила, и дождь не моросил, с небес виднеет все, и все тебе зачтется. Какая вьюга не мила, и дождь не моросил, с небес виднее все, и все тебе зачтется. Тропа пусть будет непроста, рюкзак нелегок твой, ты все собрал в нем, и находки, и потери. О том, чего не испытал, ты песенок не пой, нет, петь-то можно, только кто ж тебе поверит? О том, чего не испытал, ты песенок не пой, нет, петь-то можно, только кто ж тебе поверит? И как красиво иногда не плыли б корабли, смотри, не твой ли друг болтается на рее. Ты с кем попала никогда застолье не дели, а коль уж выпил, знай, что стал в 100 раз беднее. Ты с кем попала никогда застолье не дели, а коль уж выпил, знай, что стал в 100 раз беднее. Запахнет серой, как в аду, и пяткам горячо, и нету выхода, и нечисть корчит рожи. Любому, кто попал в беду, подставь свое плечо, но случись с тобою, Бог тебе поможет. Любому, кто попал в беду, подставь свое плечо, но случись с тобою, Бог тебе поможет. Пускай в карманах ни гроша, а дом так далеко, твои одежда и душа в сплошных прорехах.
Зато, ах, как легко дышать, и петь, и жить легко, и умирать легко, хоть это и не к спеху. Зато, ах, как легко дышать, и петь, и жить легко, и умирать легко, хоть это и не к спеху. Не верь словам, не бойся зла, у сильных не проси, когда молчат, молчи, и пой, когда поется. Какая вьюга не мила, и дождь не моросил, с небес виднее все тебе зачтется. Какая вьюга не мила, и дождь не моросил, с небес виднее все тебе зачтется.